Топ-10 ученых-татар. Руальд Сагдеев. Руальд Зинурович занимался исследованиями физики плазмы и стал ведущим специалистом страны в этой сфере. В 1973 году он стал директором Института космических исследований Академии наук СССР, а в 1974 ему присуждена Ленинская премия за создание неоклассической теории процессов переноса в тороидальной плазме. Сагдеев руководил рядом уникальных исследовательских программ на космических аппаратах в России и США. Рашид Сюняев. Рашид Алиевич, доктор физико-математических наук и профессор, в сотрудничестве с Зельдовичем создал теорию, известную под названием «Эффект Сюняева-Зельдовича». Сюняев участвовал в ряде важных исследований ранней Вселенной. Сейчас группа под руководством Рашида Сюняева занимается подготовкой международного астрофизического проекта «Спектр рентген-гамма». Альберт Галеев. В 1961 году Альберт Галеев перевелся в Новосибирский государственный университет и плотно занялся наукой. Галеев разработал теорию слабого взаимодействия волн в плазме, которая позднее легла в основу теории слабой плазменной турбулентности. Кроме физики плазмы, ученый изучал проблемы космической физики. Сегодня Альберт Абубакирович является почетным директором Института космических исследований Российской академии наук. Ринат Акчурин. В кардиохирургию Акчурин пришел лишь в 38 лет. Тогда он был отправлен в стажировку в США, а сразу после был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени Мясникова. Ринат Сулейманович развивал уникальные направления восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Кстати, именно Ринат Акчурин выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Эрнст Мулдашев. Эрнст Мулдашев с юности решил заниматься офтальмологией и с 1972 года работал руководителем отделения реконструктивной и пластической хирургии Уфимского НИИ глазных болезней, а уже в 90-м стал директором Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Мулдашев активно ведет научную деятельность. Ему принадлежит более 300 научных публикаций, 10 зарубежных и 50 российских патентов на изобретения и полезные модели. Мирфатых Закиев. Закиев поступил в Казанский государственный университет в 1946 году и закончил его с отличием. Вся его карьера была такой же выдающейся, как и учеба в университете. Мирфатых Закиев имеет множество званий и наград за свои научные труды в области филологии, языкознания и истории. Он создал несколько важных работ в области языковых, межнациональных и межязыковых контактов, двуязычия и многоязычия и подготовил множество докторов наук, профессоров и академиков. Рафик Мухамедшин. Рафик Мухамедшевич окончил исторический факультет Казанского федерального университета и сразу стал младшим сотрудником Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук СССР. Рафик Мухамедшин посвятил себя изучению исламоведения, истории татарской общественной мысли, исламоведения и политических процессов России в современном мире. Он написал около 120 научных трудов и широко известен научной общественности Татарстана и России. Фарид Сейфуль Мулюков. Фарид Мустафьевич с отличием окончил Московский институт востоковедения и стал работать в журналах «Международная жизнь» и «Современный Восток», а также в издательстве восточной литературы. Он был блестящим журналистом-международником, который сделал немало репортажей из разных стран мира. На его счету также несколько книг по востоковедению, не говоря уже о многочисленных статьях и документальных фильмах. Ризаэддин Фахриддинов. Ризаэддин Фахриддинов с детства был связан с религией. Он учился в сельских медресе, а позднее еще и преподавал там. Ризаэддин является крупным религиозным философом. Литературное и научное творчество ученого, философа и публициста, его журналистская и редакторская деятельность оказали значительное влияние на развитие духовной культуры народов Урала-Поволжья. Его имя было широко известно в Средней Азии и Казахстане. Вил Мирзаянов. В мае 1965 года ученый начал работать в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии. Однако Мирзаянов стал известен после того, как раскрыл в 1990-е годы существование в СССР и России секретной программы по разработке боевых отравляющих веществ семейства «Новичок». Тогда ученый эмигрировал в США и занимался поиском трудов по истории древних татар и их переводом на русский и татарский языки.